Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Тренерский штаб сборной России по биатлону определился составом на финальный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта. Полностью состав мужской сборной России выглядит следующим образом. Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Александр Поварницын и Антон Бабиков. У женщин в Норвегию отправятся Екатерина Ярлова-Перт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко. В программу финального этапа Кубка мира включены спринт, гонка преследования и масс-старт. Сборная России одержала победу над командой Финляндии в 7-м туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге. Встреча завершилась со счетом 9-8 в дополнительном энде. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. В турнирной таблице чемпионата мира сборная России делит первое место с китаянками. В активе обеих команд по 6 побед и 1 поражению. Следующий матч россиян проведут против сборной Швеции. Санкт-Петербургский СКА одержал выездную победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 3-1 в 4-м матче серии 2-го раунда плей-офф КХЛ. В составе победителей шайбы забросили Роман Рукавишников, Дэвид Рундблат и Максим Карпов. У проигравших отличился Михаил Беляев. Счет серии до 4 побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет завтра в Петербурге. В другой встрече игрового дня ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2-1. В составе армейского клуба взятие ворот провели Константин Акулов и Мэтт Робинсон. За динамовцев отличился Юса Хетанен. Счет серии стал 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет завтра на домашней площадке армейцев. Казанский волейбольный клуб «Зенит» стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов. Накануне российская команда на своей площадке играла против польского Гданьска. Для определения участника 1/2 финала потребовалось провести дополнительный сет, так как команды обменялись победами со счетом 3-2. Решающий сет российские волейболисты выиграли со счетом 15-12. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал Максим Михайлов, набравший 27 очков. За Гданьск результативнее всех был Музай, на его счету 30 очков. В полуфинале казанцы встретятся с победителем противостояния между французским «Шамоном» и итальянской «Перуджей». Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» со счетом 80-78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самыми результативными игроками матча стали центровой турецкой команды Брайан Дансон и защитник армейцев Кори Хиггинс. У обоих в активе по 19 очков. ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 6 поражениях. «Анадолу Эфес» занимает 4-е место, в активе клуба 17 побед и 10 поражений. Следующую встречу ЦСКА проведет 22 марта в Москве против лидера таблицы турецкого Фенербахче. В Эвертоне многое изменилось, мне там не осталось места. Такое мнение озвучил полузащитник ливерпульского клуба, выступающий за московский ЦСКА на правах аренды Никола Влашич. В нынешнем сезоне хорват провел за армейцев 17 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. В Эвертоне многое изменилось, мне там не осталось места. В Англии всегда тяжело. Если ты не воспользовался шансом, сложно получить второй. В России я получаю шансы ежедневно. Даже если я провел неудачный матч, то знаю, что получу еще один шанс. Доверие тренера, клуба, одноклубников – это лучшее, что могло случиться со мной. Это самое важное для успешного выступления футболиста, сказал Влашич. Всемирная боксерская ассоциация обязала украинца Александра Усика провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии организации в бою против россиянина Дениса Лебедева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт телеканала ESPN. Российский боксер владел поясом чемпиона мира WBA с 2012 по 2018 год. На его счету 32 победы и 2 поражения на профессиональном ринге. Усик является победителем Всемирной боксерской суперсерии. В его активе 16 побед и ни одного поражения. Якутск готовится принять чемпионат России по северному многоборью. Соревнования пройдут с 1 по 7 апреля в спортивном комплексе «Мадун» и местности «Зеленый луг». Спортсмены со всех уголков России будут соревноваться в таких дисциплинах, как метание тензяна на хорей, метание топора на дальность, тройной прыжок с отталкиванием 2 ногами, бег с палкой по пересеченной местности и прыжки через нарты. Отметим, что на прошлой неделе в Якутске прошел республиканский чемпионат, по итогам которого была сформирована сборная команда Якутии. Это были новости спорта. Всего доброго!